Мне бы хотелось услышать ваши идеи, ваши инициативы. В таком формате Ирада Аюпова встречается с журналистами впервые. Задавать вопросы, что-то советовать и даже критиковать. Для этого сегодня и пригласили представителей СМИ республики. Встреча только началась, и сразу новость. Для возрастных актеров, а точнее им в помощь, создадут специальный фонд. Эту идею поддержали все руководители театров. Учреждения, театры, которые входят в состав Союза театральных деятелей, 1% от небюджетных доходов они будут отправлять на эти цели. О театре сегодня вообще говорили много. Все-таки год соответствующий. Так речь зашла и о тех, что в небольших городах и селах их в республике мало, да и актеры все чаще стремятся в Казань или Москву. Чтобы сохранить кадры, необходимы как минимум гастроли. Буинск сейчас выехал, да, он в Казахстане, если не ошибаюсь. От дня у нас поедет в Астрахань, она поедет в Дагестан. В последнее время в СМИ очень активно обсуждался вопрос возможных изменений в работе Чинчуринского театра. Якобы его хотят даже переименовать и сделать музыкальным. Это, конечно же, беспокоило не только жителей нашего города, но и сотрудников самого театра. И сегодня министр культуры недвусмысленно ответила на этот вопрос и успокоила всех. Театр будет работать в прежнем формате и не изменит своего названия. Обсудили и цирк. Вокруг казанской тарелки в последнее время тоже много слухов. Точнее, вокруг должности директора. На него в финале конкурса претендовали 2 человека. Сын предыдущего директора Рамиль Шарифуллин и потомственный дрессировщик Игорь Нестеров. Последний взял самоотвод. Позвонил, он извинился, у него есть свои организационные вопросы в части организации его труппы и много других вопросов. Фильм на очень таком любительском уровне. Ну а дальше началось самое интересное. Журналисты поделились впечатлениями от нового татарстанского фильма Алексея Барыкина «Суанасэ». Именно здесь вы как режиссер не решили свою задачу. А вы знаете, у нас от очень серьезных критиков, московских в том числе, очень хорошие отзывы. Премьера фильма состоится 14 марта. Увидеть его можно будет в кинотеатрах по всей стране. Сергей Хайдаров, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань.